Дорогие друзья, доброе утро! В эфире передача «Утро Калмыкии». С вами ее ведущая я, Юлия Махалиева. Следующие 30 минут, обещаю, будет интересно. Ну, а начнем мы, как всегда, с зарядки, чтобы пробудиться, ускорить наш метаболизм и проснуться для новых побед. Добрый день, меня зовут Татьяна Нестеренко, я фитнес-тренер, специализируюсь на силовых тренировках, и сегодня хочу показать тренировку на ягодицы и ножки, которые можно выполнять при варикозе. Итак, первое упражнение у нас будет ягодичный мост. Можно использовать резиночку для усиления сопротивления, для большей прокачки ягодиц и ног. Или можно использовать утяжелители, гантели. Мы ложимся на спинку, стопы на ширине плеч, руки лежат вдоль корпуса. Если мы положили какое-то утяжеление на себя, то придерживаем руками. И на выдохе мы начинаем поднимать таз вверх, подкручивая немножко таз на выдохе. Не отрываем пятки, угол ног 90 градусов. Итак, следующее упражнение будет разведение ног, лежа на спине. Хорошо прорабатывает внутреннюю часть ног. Ножки подняли, выпрямили, носочек вытянули вверх. И на выдохе мы разводим ножки и сводим, сопротивляясь. Следующее упражнение – отведение ноги в сторону. Мы встаем на четвереньки. Можно одеть утяжелители на ножки, можно положить гантелю. Можно также использовать фитнес-резинку. Встали, спина прямая, кисти у нас под плечом. И мы на выдохе начинаем отводить ножку вверх, колено поднимаем до параллели с полом. Выдох, вернули, сделали вдох. Выдох, вдох. Здесь очень важно не прогнуть спинку и не округлять поясницу. На одну ножку сделали, поменяли и выполняем на другую. То же самое. Поднимаем повыше. Животики втянуты, мышцы живота у нас напряжены, спинка прямая, не округляем поясницу и не прогибаем ее. Следующее упражнение – мах ногой вверх. Мы ножку не выпрямляем, поднимаем ее, не выпрямляем, пяточкой давим в потолок, носочек смотрит вниз. Выдох, вдох, выдох, вдох. Здесь тоже держим спинку прямой, животик в напряжении. Кому тяжело стоять на прямых руках, можно опуститься на локти. Сделали на одну ножку. Переложили груз на другую и повторили то же самое, только с другой ногой.
Этот комплекс упражнений очень хорошо проработает ваши ножки, ягодицы, сделает их подтянутыми, при этом не навредит здоровью ваших ног. Со мной сегодня была помощница Гиляна, спасибо. Всем желаю отличного настроения и хорошего дня. Пока-пока. Друзья, диетологи говорят, что люди, которые завтракают всегда, обладают более крепким иммунитетом и лучше переносят все болезни. Давайте мы тоже станем такими людьми, и я предлагаю перейти к самой вкусной части нашего эфира. Доброе утро! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем готовить пышный блинчик с начинкой. Для приготовления нашего завтрака нам понадобится 2 яйца, сахар, сметана, мука, разрыхлитель для теста, и для начинки нам понадобится арахисовая паста и банан. Начнем готовить наш завтрак. Разбиваем яйцо. Второе. Хорошенько их взбиваем. Мы взбили наши яйца, а сейчас добавим сметану. Сметаны нам понадобится немного, вот так 2 чайные ложки будет достаточно. Сахара по вкусу, хотите сладкий, добавьте побольше. Я добавлю тоже 2 чайные ложки. Вместо сахара можно добавить заменитель, либо тростниковый сахар, как вы любите. И муки тоже чуть-чуть. Все это мы перемешиваем. Сейчас мы будем добавлять разрыхлитель теста. 1/2 чайной ложки. Снова перемешаем. И думаю, можно разогревать нашу сковороду. Наша сковорода раскалилась, и мы добавим немного растительного масла. Капельку, чтобы не пригорел наш блинчик. Накрываем это крышкой. Накрыли крышкой и ждем появления золотистой корочки. И наш блинчик должен быть пышненьким, он поднимется немного. И небольшое примечание. Пока наш блинчик не поднимется и не станет пышным, не поднимайте крышку. А пока мы будем нарезать банан. Нарезаем банан на маленькие кружочки. Сейчас посмотрим, приготовился ли наш блин. И еще одно небольшое примечание, что мы обжариваем его только с одной стороны. О, поднялся. Ну что, наш блинчик готов, и предлагаю начать делать начинку. Начинка у нас будет из арахисовой пасты и банана. Очень вкусно пахнет. Арахисовая паста просто очень ароматная. Вот так щедро размажем ее. Ну что, теперь мы выкладываем наши бананы, но выкладываем не полностью на весь блинчик, а только на половинку, потому что мы будем его складывать. И у нас получится такой сэндвич. Этот завтрак, думаю, очень понравится вашим деткам. Предлагаю разрезать наш блинчик и посмотреть, какой он у нас внутри. Вот, довольно симпатично и очень вкусно.
наше блюдо готово. Всем приятного аппетита! Друзья дорогие, кто только присоединился, спешу вас обрадовать. У нас в студии, как всегда, человек творческий, интересный, и зовут его Савр Цикиров. Доброе утро! Здрасте. Давайте начнем по порядку. Как так получилось, что вы стали человеком творческим, выбрали эту стезю, и это было со школы? Поняли, что вам нужно идти в этом направлении? Или... Ну, понял я, конечно, это уже со временем. А вот творчеством, вот именно, я, конечно, начал заниматься еще в школе. Я учился в хореографическом классе, да, там, потом я танцевал в студии в детской Государственного театра танца Калмыкия Айраты. Я в детской студии отучился, получил диплом, да, и все, как бы с творчеством у меня как бы все закончилось. Я поступил в университет. А на кого? Я поступил в университет на экономиста, Ага, специальность финансы и кредит. Так. Да, и в университете уже начал играть в КВН. Там, потому что в нашем университете была университетская лига КВН. Так. Мы собрали команду экономического факультета. И так получилось, что мы добились таких вот на региональном уровне, вот у нас здесь в Элисте, да, мы добились... Есть что вспомнить, есть что рассказать. Да, есть чем гордиться, да. И попал я в сборную университета, мы выезжали на фестивали в Сочи, мы участвовали в официальных лигах КВН, да, и по стечению, вот как я закончил университет, КВН для меня не закончился, я еще помогал такой, как сказать, молодой команде КВН университета. Потом пришло приглашение создать просто вот... Были калмыцкие КВНщики в Москве, и мы, калмыцкие КВНщики, вот здесь в Калмыкии. Мы решили объединиться, самые сильные, как-то, ну так сказать, самые сильные, самые такие опытные. Объединились мы. И у нас получилось так, что мы дошли до высшей лиги КВН. Да. Потом мы перестали играть в КВН. Мы год играли в премьер-лиге, год играли мы в высшей лиге. Все, как бы потом так получилось, что мы закончили играть в КВН. Да, и, наверное, где-то полгода я, наверное, просто ничего не делал. Полгода я просто... думал, что делать дальше. Как жить дальше. Как жить дальше, да. И мне позвонил Алексей Владимирович Сарангов. Ага. На тот момент он уже был главным режиссером. Не раз был у нас в гостях. Да. Привет, Алексей. Привет, шеф. И он мне предложил работу. Говорит, не хочешь попробовать? Вот, видел ролики с вашим участием, своим участием. Вижу в тебе потенциал. Да, есть, видимо, зерно. И не хочешь попробовать? Я, конечно, был в шоке, да, то есть это КВН, ладно, КВН, тут театр, то есть, да, это же, разные вещи. Но похожие. Ну, конечно, да, это вот именно, может быть, в актерском таком плане, может быть, КВНщики, конечно, они более раскрепощенные в этом плане, да. Но многие КВНщики, я вот знаю, после того, как заканчивают играть в КВН, идут именно учиться на театр, на актеров в высшие учебные заведения. Поэтому вот есть такой опыт, что КВНщики переходят в актеры вот именно вот так. И, конечно, я попросил время подумать, подумал, обсудил с семьей, обсудил с друзьями. Они, и с ними говорят, а что ты теряешь? Вот именно, и то верно. Да, вот что ты Хороший теряешь? Вопрос, да. Попробуй, пойди, а не твое, конечно, скажи, да, Алексей Владимирович, извините, да, но это не мое. И вот я согласился, пришел, были пробы. Ух ты, все серьезно? Да, пробы, все. Директор, художественный руководитель Зоя Никеевна и Алексей Владимирович, все. Я пришел, басню выучил. Я, короче, ее перед тем, как выступать, там были еще тоже много ребят на пробах. Все читают стихи, поют песни. Я басню приготовил, я ее повторяю. А что за басня? Обезьяна и очки. Я самую простую я выбрал. Вышел и забыл сразу ее. Моментально я ее забыл.
что-то там. Все, Дань сказали, ну ладно, хватит, ладно. Расскажи про себя. Я рассказал, что кем я был, чем я занимался. Говорит, ну ладно, хорошо, давай, приходи. Проходишь? Да, проходишь. Прям сразу объявили? Да, прям, ну так, ну не просто сразу, говорит, ну все хорошо. Потом сказали, все, вот, ребята, вот, да, вот, вы ждем вас в такое-то время, в такой-то час, в таком-то месте. Вернемся к КВНу. Слышим эти 3 буквы, и сразу ассоциация, что происходит что-то веселое, интересное и много историй. Наверняка есть каверзные какие-то. Было? Ну вот у нас была такая история. Финал Лиги Москвы и Подмосковья. Ответственная игра, потому что чемпион этой лиги проходил, в 90% он проходил в телевизионную лигу. И вот, значит, мы готовимся к финалу. День игры, и мы за день до игры поспали полчаса. Приезжаем мы на игру, на генеральную репетицию. С нами работает режиссер. И мы не можем спеть песню. Как это? У нас была просто песня, вот выходная, да, там. Да. Мы начинаем петь, хоть как, в непопад, забываем слова, он такой, заново. Мы такие, все заново. Опять мы начинаем петь песню, и опять мы не можем просто синхронизироваться, собраться, просто спеть песню, обычную песню спеть. Он говорит, ладно, пацаны, все, заканчивайте, спускайтесь, ну, чтобы дать указания. Мы к нему приходим, и он такой, господи, а у нас лица помятые, глаза вот такие красные. Он говорит, ладно, идите спите, час по-любому поспать. Мы от него быстренько, он там, все репетировали, мы спали. В гримерке мы просто спали. Была вот такая у нас ситуация, но мы поспали, вышли, порепетировали, он нам дал время порепетировать, и мы взяли 3-е место. Вот, да, хотела спросить, что в итоге-то? Ну, мы взяли 3-е место, поехали в Сочи на фестиваль и попали в телевизионную лигу, в премьер-лигу КВН. Все-таки нам это помогло. 1 час сна. 1 час сна, да, нам все-таки помог. Вернемся теперь к театру. Это не простой театр, правильно? Да, это не простой театр, это детский театр. В большей степени он детский, конечно, будут постановки и для взрослых, такие, да, будут серьезные постановки, вечерние, так сказать, да. Но, конечно, больше он детский театр, и он театр кукол, где мы работаем с куклами. Ага. Да. Вот. Да. Куклы бывают разные. Ты ее либо ты ее держишь, либо это марионетки бывают, либо это перчаточные, где ты. Марионетки это вообще, наверное, высший Марионетки, да, это высший пилотаж. пилотаж, поэтому, да, я не знаю. Какая у вас кукла? Ой, у меня кукла сейчас. Обычно кукла, где я держу голову и тело. У меня кукла лошади. Жеребенок Аранзальчик. Да. У нас есть спектакль «Бадмашка», да, где Бадмашка и его друг Аранзальчик, лошадка, они вдвоем, и у них приключения. Да. Здорово, и так мило. Хотелось бы увидеть это со стороны не только зрителя, а и вы сами наверняка, когда конем управляете, тоже у вас эмоции все на лице. Да, конечно. Ну там, вы знаете, самое главное, когда ты водишь куклой, минимум делать акцент как актера на себе, потому что для детей будет непонятно, куда смотреть, либо на тебя, либо на куклу. Поэтому здесь... вас все равно видно? Да, нас, конечно, видно, мы за куклой, но весь акцент должен быть на кукле. Вот все делает кукла. А я чисто как водитель, то есть голос и механика. А марионеткой хотели бы попробовать поуправлять? Хотел бы, да. Хотел бы поучиться марионеткой, да. Какие сейчас спектакли вы готовите? Вот сейчас мы работаем плотно. Вот основное время репетиций мы уделяем на постановку «Золушки». Это будет спектакль открывающий, премьерный. Вот, и мы все свое время практически тратим на репетицию «Золушки». А там вы кто? Там мы взяли Золушку в интерпретации Шварца. Да, и вот все, наверное, думают, что Золушка, она осталась сиротой, а вот в его версии у Золушки отец, отец такой мягкий, такой подкаблучник, который женился вот на мачехе, да, и ничего не может ей там сказать, и та командует и шпыняет на бедную Золушку. И вот я отец этой Золушки, да, он еще по совместительству лесничий. Вы
Расскажи с такой энергией. Да, и вот мне, да, и вот я. Интересно. Да. И еще там есть такой персонаж, как Мартис Падетруа. Ага. Это главный танцор и хореограф во дворе короля. Да, я вот тоже вот он. Вот у меня две роли. Танцевальное прошлое не дает о себе забыть. Да, танцевальное прошлое, да, мне помогает в этом плане. Прежде чем взять куклу в руки, может быть, есть специальная разминка? Все существует или сразу берете? Ну, репетируете? вообще, конечно, да, есть вот у тех людей, кто прям учится на актеров-кукольников, да, у них есть упражнения. Так как мы люди не профессионалы, мы пока только учимся, поэтому у нас пока идет обычная разминка, чтобы свое тело привести в порядок, да, как бы, и больше упражнения вот именно на актерское мастерство, чтобы мы были в первую очередь актерами, чтобы мы могли и первым планом сыграть, и уже и куклы тоже. В вашей новой профессии есть какие-то сложности? Просто со стороны кажется, что это все очень просто. Ой, нет, сложности, конечно, есть, как и в любом деле, есть сложности. Например? Самая главная сложность — это то, что мы не профессионалы, то есть мы не прошли вот курс обучения вот именно актерскому мастерству, потому что вот, допустим, есть актерская задача, и чтобы ее выполнить, ты должен очень много пройти этапов вот именно тех, которых я, допустим, не знаю. Ну, это пока вот, что. Ну, пока что, да. Это вот понять, какой персонаж, его биографию, характер, какой он характер, что у него, может быть, какие-то есть привычки. Это все на какой-то вот определенный образ нужно накладывать, и у тебя получается полностью вот готовый персонаж с какими-то, может быть, у него будет даже какая-то манера речи. Это какие-то отголоски системы Станиславского, как будто, нет? Ну, может быть, да. Ну вот это сложно, потому что мы, ну, допустим, не профессионалы, мы этого не знаем, как это делать. Вот нам потихонечку Алексей Владимирович с нами работает. Мы вот, когда у нас есть там минут 10-15 свободного времени, тренинг. Давайте сделаем тренинг. Такой тренинг, ну, разные тренинги мы проводим. И потихонечку мы этому обучаемся, и думаю, все будет хорошо. Не сомневаюсь. Да. И по нашей доброй традиции пришло время сказать пожелания нашим зрителям на день грядущий. Дорогие друзья, дорогие зрители канала НТК, хотелось бы вам пожелать хорошего дня. Будьте энергичны, здоровы. Не забывайте про маски. Да, и всем вам продуктивного дня. И ходите в театр. Да, кукольный. приходите к нам в театр. Всех ждем. Доброе утро еще раз тем, кто только присоединился к нам. Друзья, в этой части нашей передачи мы рассказываем о самых интересных новостях. Не переключайтесь. Весь мир – мой храм. В Элисте в галерее художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства открылась фотовыставка осетинского художника Валерия Савлаева. В 1984 году он всерьез начал заниматься творческой фотографией, что впоследствии стало важной частью его творческого пути. Работы Валерия Савлаева выставлялись во многих странах мира, от Аргентины до Филиппин. Фотохудожник награждался международными дипломами и призами в Испании и Великобритании. Из-за пандемии сам художник, к сожалению, не смог присутствовать на открытии. Но до середины декабря у элистинцев и гостей степной столицы есть возможность познакомиться с творчеством Валерия Савлаева. Очень нравятся портреты живые, то есть чувствуется, что за каждым портретом есть какая-то история, что какой-то характер у человека есть, какая-то жизнь. Очень такие яркие, живые лица. И если смотреться в глаза каждого, то видно, что это практически все добрые люди, абсолютно. И такое вот теплое, доброе чувство исходит из этих фотографий.
Валерий Савлаев активно занимается и общественной деятельностью. С первых дней трагических событий в Беслане художник оказывал помощь пострадавшим детям, а после не один год организовывал поездки школьников на отдых в Крым. С Валерием Николаевичем мы познакомились в Осетии, когда я проводила Дни культуры Калмыкии в Осетии, и он представлял диаспору осетин в Ялте. Это человек очень широкой души, можно в прямом смысле это сказать, потому что очень много то, что он сделал для Крыма, Ялты и Осетии, конечно, не хватит и двух слов, чтобы описать какой-то великий человек. Также он является почетным гражданином города Беслан. По трагическим событиям Беслана он очень много сделал. И в течение всего этого времени он сейчас организовывает отдых детей, которые пострадали в то время. И до сих пор он организовывает всякие мероприятия, связанные с этими делами. Чемпион мира и Европы Владимир Минеев, который по приглашению Бату Хасикова находится с визитом в Элисте, провел мастер-класс для воспитанников спортивных клубов по различным видам единоборств. Однако из-за ковидных ограничений количество участников было ограничено до 50 человек. Минеев более часа общался с ребятами, отвечал на их вопросы, раскрыл некоторые свои секреты подготовки к бою, а также подсказывал, как лучше поступить при отработке приемов. На самом деле самое главное не стать чемпионом, а быть хорошим человеком. А те ценности, те здоровые и правильные ценности, которые дети и ребенок приобретают через спорт, я считаю, что это именно те фундаментальные основы, на которых выстраивается личность. Неважно, это там, единоборство или это может быть стрельба из лука, это может быть любое противостояние, как командное, так и личное, которое формируется в человеке стержень. Чемпионство – это не конечная цель, это стиль жизни. И оно состоит из преодоления себя, из постоянного роста и расширения своих возможностей. В Элисте установили первые тревожные кнопки для связи с полицией. В ходе выездного контроля глава администрации Дмитрий Трапезников совместно с начальником Элистинского управления МВД Анжа Черняевым осмотрел пункты экстренной связи гражданин-полиция. В рамках обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности места массового пребывания оборудуются системой оперативного оповещения гражданами правоохранительных органов о правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и преступлениях. На сегодняшний день тревожная кнопка системы «Безопасный город» установлена на площади Победы, в культурном комплексе «Пагода 7 дней» и парке «Дружба». Руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников поставил задачу продолжить работу по устройству системы в общественных местах и в кратчайшие сроки установить кнопку вызова полиции на территории скейт-парка в 7-м микрорайоне. Друзья, на этом у меня все. Эфир наш завершается. Я желаю вам продуктивного и активного дня. Пока-пока!